Новые технологии по рассадке деревьев, подземные водопроводы и насосные станции пользуются большой популярностью среди фермеров всего мира. Не отстают и аграрии нашей республики. Осваивают современные зарубежные системы. Местные садоводы готовы существенно увеличить урожай яблок и обеспечить плодами отечественных потребителей. Смогут ли осетинские фрукты выдержать конкуренцию на российском рынке, выясняла моя коллега Тинатин Музашвили. Как правильно вносить удобрения, обрезать деревья и бороться с сорняками, Рудольф Гартнер показывает это все на практике. Ухаживать за интенсивным садом непросто, важно учесть все основные моменты. Осетинские садоводы вот уже 4-й год осваивают итальянскую технологию. Перед посадкой я приезжал, смотрел почву. Очень понравились и земля, и горы. Ваш климат подходит для закладки садов. Основная задача была подготовить агрономов, дать им базовые знания, чтобы мы понимали друг друга. И результаты у нас очень хорошие. Чтобы интенсивный сад рос и развивался, была проделана колоссальная работа. Изучили почву, архивы метеорологов за последние 10 лет и занялись обучением персонала. Могу сказать, что мы все это отгадали. То есть саженцы прижились, дают хороший урожай и как бы чувствуют себя очень так хорошо, скажем. Здесь совсем другой подход. Есть у нас блоки обучения и как бы подготовили агрономов. Главная особенность интенсивного сада – плотная посадка деревьев. При этом саженцы должны быть элитными. Сейчас здесь выращивают 12 зарубежных сортов яблок, наиболее подходящих для нашего климата. Интенсивный сад, в отличие от обычного, дает урожай каждый год. Кроме того, на него практически не влияют природные условия. Так, например, во время града вот эти сетки стягиваются, надежно защищая деревья от осадков. Подземные водопроводы и насосная станция полностью автоматизированы и обеспечивают своевременный полив в любое время года. Благодаря всем этим условиям в прошлом году удалось собрать около 400 тысяч тонн элитных яблок. Урожай отправили в центральные районы России. В этом году площадь сада хотят увеличить на 114 гектаров. Планируют также посадить несколько сортов груши. А это сады Алании. Здесь работают традиционными методами вот уже 3 года. Голден, Айдарен, Семиренко, любимые сорта выращивают на площади в 360 гектаров. Сейчас активно ведутся весенние работы. Только в этом году в хозяйстве посадили 70 тысяч саженцев. Полный рост ведутся весенние работы. Вот вы сами наблюдаете, в данном случае идет обрезка сада. На другом участке ведется посадка одновременно. И груша высажена. Абрикос, персик, слива, черешня, вишня. Саженцы выращивать самостоятельно. Для этого тут есть специальный питомник. Площади под яблоневый сад планируют увеличить. А продукцией готовы обеспечивать не только местный рынок. В прошлом году собрали около 1200 тонн урожая. В этом цифра вырастет. Единственное, чего не хватает садоводам – хранилищ. В этом вопросе производители надеются на поддержку государства. Тинатин Музашвили, Игорь Войцеховский. Новости Осетии.